Сегодня Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о статусе коренных народов. Как вы оцениваете этот закон? Действительно ли он восстановит крымских татар в субъектности, признает право народа быть коренным и восстановит хотя бы в этой части народ в правах? Сау олыңыз, Роман. Урьяне, селям алейкум. Рада вас приветствовать и всех тех, кто нас, надеюсь, сегодня смотрит в Крыму. Мне кажется, это действительно историческое решение, не преуменьшая значение этого. И мне кажется, мы должны понимать, что именно этого закона, именно этого статуса крымские татары добивались не один десяток лет, возвращаясь с мест депортации. Мы понимаем, что и президент сегодня в своей речи сказал, что вносит этот закон как невідкладний. Мы должны дождаться голосования парламента. Я очень надеюсь, что это решение историческое будет проголосовано парламентом. И таким образом, мне кажется, произойдет акт такой коллективной терапии для моего народа, который многие десятки лет, даже сотен лет жили вот в этом большом мифе о себе самом, когда, начиная со времен царской России, татар приписали к монголам, это все смешали в одну кучу. Я сейчас очень упрощаю, конечно, контекст. Показывали нас как варварское население, и что Российская империя принесла цивилизацию в варварский Крым. Потом коммуны уже продолжили эту мифологизацию, приклеив нам ярлык, что мы предатели. Сегодня путинская Россия продолжает эту традицию, называя нас экстремистами и террористами. И, конечно, этот закон, он является одним из первых шагов восстановления не только справедливости, но и такого коллективного акта терапии и возвращения части идентичности моего народа. И да, этот закон, мне кажется, действительно историческим. Як ухвалення цього закону допоможе у перемовинах на міжнародному майданчику? Однозначно, фактично від самого початку, коли ми почали реалізацію проекту Кримська платформа, нагадаю нашим глядачам, що це міжнародний координаційний формат, який має на меті кілька тактичних задач, які мають в свою чергу призвести до нашої кінцевої мети деокупація. І серед таких тактичних задач є перше і головне це повернення теми Криму до міжнародного порядку денного. Але разом з тим, окрім того, що ми маємо посилатися і очікувати на підтримку з боку міжнародного середовища і партнерів, ми маємо самі демонструвати певну рішучість. І, зокрема, цей законопроект. А я знаю, що також і Міністерство закордонних справ неодноразово в консультаціях з парламентарями наголошувало на сеті інших законів, які мають бути прийняті в рамках Кримська платформа. Знаєте, що в грудні минулого року була сформована міжфракційне об'єднання Кримська платформа. Вже ми бачимо, що деякі інші країни формують у себе на рівні парламенту групи підтримки. Це Литва, це Латвія Кримської платформи. Ми вже маємо ряд підтверджень з боку країн щодо участі на саміті, установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. І це фактично те, як світ підтримуємо. Але знову ж таки наголошуючи, що ми розповідаємо про наше домашнє завдання. Це і закони, які мають, по-перше, наприклад, скасувати вільну економічну зону, і закон, який має встановити чіткий порядок в питанні підтримки політичних в'язнів, їх сімей і людей, які позбавлені волі на окупованих територіях, і ряд інших, як то, наприклад, відновлення топоніміки. Тобто це, знаєте, шлях. І насправді оцей закон про корінні народи, він є таким, знаєте, початком цього тривалого шляху, який перший є виконанням стратегії деокупації, реінтеграції, який є нашою відповіддю на ці виклики, і це однозначно той сильний аргумент, який дуже сприймає і на нього насправді чекали, в тому числі і міжнародне співтовариство. 3 месяца остается до саммита. Какие последние новости? Какие идут подготовления? Что нового вы можете рассказать об этом? Мы до последнего, скорее всего, не будем разглашать
те ответы, да, или те согласования, которые на сегодня имеем, по одной простой причине, что и для вас, Роман, наверное, и у Рене не секрет, что Российская Федерация с первых дней, как только мы заявили про создание такой платформы, Российская Федерация сказала, что она рассматривает эту инициативу как угрозу территориальной целостности Российской Федерации и безопасности страны. Конечно же, без иллюзий мы все понимаем, что Российская Федерация включила все возможные инструменты влияния для того, чтобы этот саммит не случился, для того, чтобы эта поддержка не случилась, и для дискредитации этой платформы и этой инициативы как таковой. Поэтому для того, чтобы не давать лишние, ну, так скажем, инструменты, мы решили, что мы дискретно будем двигаться. Одно скажу, что Крымская платформа — это сегодня топ-приоритет для системы Министерства иностранных дел, для наших дипломатов и как на уровне двусторонних отношений с рядом стран во всех регионах и на всех континентах планеты Земля, и на уровне международных организаций в каждодневном режиме сегодня идут консультации. Мы работаем над тем, чтобы саммит и таким, знаете, кодификацией политики непризнания она произошла через принятие документа заключительного саммита, это декларация или хартия, то есть мы сейчас работаем и над названием этого документа, и над его текстом. Это достаточно кропотливая работа, и она требует не одного раунда консультаций с нашими партнерами, и мы надеемся, что к этому документу присоединятся максимальное количество стран, и этот документ также станет фиксацией не только тех преступлений, которые Российская Федерация делает, но и также непризнание мира этого преступления. Ну а вы наверняка понимаете, что самая большая мечта любого преступника — скрыть свое преступление. Именно этим активно занимается Российская Федерация 7, почти 8 лет оккупации. И жутко раздражает Российскую Федерацию активные шаги Украины по тому, чтобы вернуть трек Крыма, вопрос Крыма на более активное обговорение международной повестки дня. Именно это сейчас и происходит. Это мы такой отклик имеем и со стороны партнеров. Я думаю, что и наше украинское общество это отслеживает и четко видит, что вопрос Крыма усилился и в присутствии информационного поля, и политического внимания лидеров страны. Поэтому однозначно сегодняшнее заявление президента, сегодняшнее его решение — это тоже является элементом той инициативы Крымской платформы, которая принадлежит в том числе президенту Владимиру Зеленскому.